Количество ДТП по сравнению с прошлыми выходными сократилось на треть. В минувшие дни ГИБДД республики провела крупномасштабные рейды. Комплекс мероприятий «Дорога» проводился по всей республике. За работой инспекторов госавтоинспекции в столице наблюдал Сергей Алексеев. Суббота, 11 часов вечера, развод. С этой процедуры начинается дежурство как ночных, так и дневных смен. Разводящий закрепляет экипажи за определенными участками дорог, а также раздает ориентировки на угнанные автомобили. Ночь предстоит плодотворная. На столичных улицах опробуют комплекс оперативных мероприятий «Дорога». Цель этой операции – это пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. Ориентировки получены, посты закреплены, экипажи заступили на дежурство. В первые полчаса информация о серьезных правонарушениях не поступает, разве что о наличии задолженности по штрафам у тех или иных водителей. В общей сложности работа инспекторов сводится к рядовой проверке документов, но долго ждать не пришлось. Первый тревожный звонок поступает из села Маган. Водитель проигнорировал требования инспектора остановиться для проверки документов. Началось преследование. В процессе погони водитель «Жигулей» застрял на проселочной дороге и скрылся в лесу. Получается, автомашина находится в неисправном состоянии, аккумулятор, видимо, сел. Номера, судя по базе ГИБДД, подложные. Другой автомобиль числится. Автомобиль Mazda по данным номеру. Водитель, предположительно, несовершеннолетний. Меньше чем через час на улице Победы, все в том же Магане, сотрудники ГИБДД остановили УАЗ-санитарку, которая находится в собственности компании «Якутмедтехника». По одной лишь реакции водителя на присутствие понятых можно понять, что за руль он сел, употребив немалое количество алкоголя. Данный гражданин вам не является ни знакомым, ни близким родственником, так как против своих знакомых, близких родственников запрещается. Стойте нормально. Алкотестер показывает 1,20 промилле. По словам водителя, он был на рыбалке, а машину ему разрешил взять директор компании. В любом случае, за руль нерадивый рыбак сядет не скоро. Тем временем история нашего патрулирования вернулась к вышеупомянутым красным «Жигулям». Рядом с ними инспекторы остановили трактор. За рулем тракторист был пьяный, без прав, сторож, предположительно, организации коммунальной. Самовольно взял машину, можно сказать, угнал, чтобы помочь другу, я так понимаю, вытащить «Жигули». Второй парень находился тоже там, и сотрудник его опознал. Задержанных доставили в 3-й отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств и причастности к погоне с участием продукта отечественного автопрома. Ближе к утру уже в городе произошло ДТП на перекрестке улиц Кирова и Лермонтова. Предыстория аварии больше напоминает сюжет знаменитой видеоигры GTA. Данная автомашина была остановлена экипажем 305 на перекрестке улицы Курашова и Лермонтова. За рулем находилась несовершеннолетняя девушка, 17-летняя. Значит, были отобраны ключи для дальнейшего, чтобы машина не двигалась. И составлялся административный протокол. В это время молодой человек, по ее словам, брат младший, достал вторые ключи, сел в машину и попытался скрыться от патруля. Не справившись с управлением, подросток на Кроуне въехал в RAV4. Как выяснилось позже, во время происшествия хозяин Кроуна, отец подростков, смотрел сны у себя дома и ничего не подозревал. Очевидно, что после такой поездки подростки на долгое время позабудут, что такое компьютерные игры и развлечения. Всего же за прошедшие выходные в рамках мероприятия «Дорога» выявили 109 водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии. 184 машины поставили на штрафстоянку, проверено более 8 тысяч водителей. Выписано свыше 2000 протоколов об административном правонарушении. Подобные проверки будут проводиться постоянно. Сергей Алексеев, Павел Танин. Новости столицы.